Темой пресс-конференции стала ситуация с иконой, подаренной Илорскому храму грузинскими политиками, которую впоследствии вывезли с территории Абхазии. Духовенство Абхазской православной церкви заявило, что отказывается принимать икону и возвращает ее обратно. Мы не были осведомлены о том, что эту икону собираются привезти или привезли и собираются дарить. Конечно, мы и не ожидали, потому что у нас сложные взаимоотношения с грузинской церковью, у нас нет никаких отношений, мы не связаны духовно, мы не посещаем грузинские святыни, мы не ездим в Грузию, и здесь мы не принимаем грузинских священников, потому что грузинская церковь, грузинская патриархия, она, к сожалению, действует сквозь призму политиков Грузии. Я не считаю, что эта икона, которую привезли сюда, что это был дар, потому что подарки делают по-другому. Подарки делаются открыто, с чистым сердцем, с любовью. Но этого мы, к сожалению, не наблюдали. По словам священнослужителей, когда икону привезли в Илорский храм, настоятель отец Сергий находился дома после перенесенной операции. Спустя некоторое время икона была вынесена из храма представителями АПЦ и АРУА. Сегодня очень много разговоров. Там нельзя было его трогать, нельзя было возвращать его. Те люди, кто там тронул, там какие-то наказания от Бога будет. Это, конечно же, я с моей стороны заявляю как священник, никакое наказание, никакое, так сказать, прещение от Бога к тем людям, которые вытаскивал. Я участвовал. Этого не может быть. На каком языке написано, это совершенно роль не играет. Это написанное, неписанное или фотография не имеет значения, потому что благодать Божья и покровительство Богородицы одна и та же. Поэтому благоговейно, со страхом Божиим сделали все как надо. Аккуратно вытащили. Было все согласовано, как со стороны, естественно, отца Виссариона, так же и со стороны руководителей, значит, государства. По словам участников конференции, акт передачи иконы был политическим шагом со стороны Грузии. Если бы они пришли бы, позвали бы абхазское духовенство, отца Виссариона, отца Никиту, официально дали бы, сослужили бы молебен, им в Грузии предъявили бы, что они косвенно признают абхазскую церковь. Они сделали с политической точки очень хитро, коварно, цинично. Они пришли, привезли, никому не сказали, никого не хотели видеть. Оставили, потому что храм они считают, все храмы Абхазии, что они относятся к грузинской патриархии. А встреча с абхазским священнослужителем, для них это было пиар-ход. После того, как икона была вынесена из Илорского храма, по просьбе отца Никиты представители организации АРУА решили заказать новый образ – Пицунскую икону Божьей Матери. По словам сопредседателя АРУА Тимура Надарая, несмотря на все провокации со стороны Грузии, внутриполитическая обстановка в стране должна оставаться стабильной. Мы в АРУА не стали идти по пути, как мы видели, собирать людей, стоят, кого вы запустили. Мы не стали так говорить. Потому что мы говорим, что мы не хотим раскачивать лодку. Потому что у нас ситуация серьезная. Мы хотим, что та власть, которая избрана сегодня, чтобы она, понимаете, не ошибалась, совершала их как можно меньше ошибок. Мы хотим им помочь, а не помешать. Да, мы их критикуем. Ну, вы извините, мы с их стороны в свое время слышали не только критику, но и действия очень серьезные. Как сказал Тимур Надарая, икону вывезли на КПП «Ингур» в субботу 5 сентября. 7 сентября ее перевезли через границу и передали грузинской стороне. Эсма Гуланзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.